Доброе утро. На календаре 30 октября. Это утро Якутии. Самая утренняя, самая семейная и самая уютная программа нашего телевидения. Поэтому просыпаемся всей семьей, подходим к экранам, встречаем свой наступивший новый день и делаем это вместе с нами. Поэтому, если вы делаете это именно так, то тогда целый день у вас будет хорошее настроение и вообще все пройдет замечательно. Мы для этого делаем все возможное каждый день. Интересные гости, интересные темы, ну и помимо этого много познавательного и чего-то, чего, возможно, вы не знали и в жизни вам может пригодиться. Все это в ближайшие 56 минут. Также не забывайте про наш телеграм-канал, в котором также много интересного в течение дня появляется. Попасть туда несложно. Видите на экране QR-код, можете его отсканировать и прямиком на наш канал попадете. Или же зайдите просто в телеграм, напишите в поисковике «Утро Якутии» слитно, и также можете наш канал найти и подписаться. Почему подписаться? Потому что это важно. Часто мы проводим какие-то игры с подарками, и для этого нужно, конечно же, быть подписанным на наш телеграм-канал. Ну а начнем по традиции мы, конечно же, с информации о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 20 до минус 21, в заречной группе от минус 17 до минус 23, в южных от минус 7 до минус 10. В Вилюйской группе 25-32 со знаком минус, в Нижнеленских от 0 до минус 21. В западных от минус 8 до минус 12-15, в Колымы-Дигирской группе Улусов от минус 12 до минус 30. В Янских 14-33 со знаком минус, на северо-западе 15-28 градусов мороза. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 16 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 2,5 метра в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке минус 12, минус 14 градусов. С каждым днем становится все холоднее и холоднее, неудивительно, зима приближается. И в такую погоду важно не только сохранять бодрость и разогревать свое тело, но и не забывать про хорошее настроение. У нас для этого есть хороший рецепт. Танцевальная разминка совмещает приятное с полезным. И тело свое разомнете, и настроением хорошим зарядитесь. А главное, делать ее можно всей семьей. Руки убираем на пояс, начинаем с движений головы. Из стороны в сторону то же самое. По кругу. В обратную сторону. Расслабились. Плечи вверх-вниз. Вниз бросаем с особой силой. Прижимаем плечи к полу. Руки складываем на плечи, вращаем вперед, интенсивно, обратно. Отлично, закончили. Ножки поставили на ширине плеч, ручки в сторону, делаем наклоны по 2 раза в каждую сторону. Ручки обязательно возвращаем в исходное положение. Закончили. Вращаем вокруг себя таз, разминаем тазобедренные суставы. Поменяли направление. Собрали ноги вместе, ручки в стороны. Скручиваем бедра вокруг себя с максимальной скоростью, которую можем себе позволить. Одну ножку открываем в сторону, продолжаем скручиваться, переходим с одной ноги на другую. Отлично. Ножки на ширине плеч, ручками в сторону потянулись, тянемся. Нижнюю часть корпуса оставляем на месте, колени прямые. Тянемся только за счет грудной клетки в каждую из сторон. Смещаем корпус с стороны в сторону.
Собрали ножки. Делаем приседания, подъемы на полупальцы. Вниз, вверх. Отлично. Повращали стопу. Повращали другую. И желаю всем сегодня отличного дня. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Передаю слово Марфирине Алексеевой. Доброе утро! Расскажем об актуальных событиях к этому часу. На арктических автозимниках ведутся работы по намораживанию льда. Работы проводят специалисты Верхоянского дорожного участка на автозимнике Яна и Верхояне. Это ускоряет набор толщины льда на водоеме для увеличения несущей способности на переправе. Поверхность льда очищается от снега для устранения эффекта одеяла. Очистка ледового участка производится вручную, так как в ранние периоды грузоподъемность льда не позволяет выход техники на недостаточно окрепший лед. Полярные авиалинии усилили контроль за габаритами и весом ручной клади. С 29 октября в накопителе аэропорта Якутск при выходе на посадку рейсов полярных авиалиний размещен измеритель габаритов ручной клади. Пассажиры могут поместить ручную кладь в калибратор для проверки ее габаритов. Согласно правилам авиакомпании, габариты ручной клади не должны превышать размер 40, 30, 20 сантиметров длины, ширины и глубины. Вес ручной клади не более 5 килограммов. С начала текущего года более 1500 семей в Якутии направили средства материнского капитала на образование детей. Общая сумма перечислений составила порядка 99 миллионов рублей. С помощью средств материнского капитала родители могут оплатить ребенку обучение в детском саду, школе, университете или колледже, а также дополнительно на кружки, курсы, вождение, спортивные и творческие занятия. Чтобы распорядиться материнским капиталом при получении услуг в образовании, ребенку должно исполниться 3 года. На дошкольное образование средства можно направить сразу после рождения малыша. 655 садов, 12 вузов, 38 СУЗов на сегодня сотрудничают с соцфондом. В случае предоставления студенту академического отпуска владелец сертификата на материнский капитал может подать заявление об отказе об использовании средств материнского капитала на образование ребенка. Возобновить выплаты на образование ребенка можно, подав снова заявление. К нему нужно приложить копию приказа о допуске студента к учебе. Чтобы использовать средства материнского капитала на образование детей, родителям необходимо подавать соответствующее заявление. Это можно сделать через портал государственных услуг в МФЦ, либо обратиться в ближайшую клиентскую службу отделения по месту жительства. Перечисление средств материнского капитала осуществляется в течение 5 рабочих дней. Впервые в Якутии стартовал фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Для увлеченных беспилотными авиационными системами будут работать 3 направления. Трек «Мечта», «Общество» и «Технологии». Тех, кто только начинает знакомиться с беспилотниками, ждет квест-игра, которая позволит узнать о будущем беспилотных технологий. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и лекциях. Кроме всего прочего, побывать на выставке разнообразных дронов. На участие в мероприятии зарегистрировалось порядка 2500 человек. С нашей территорией огромной, да, с транспортной связанностью у нас круглогодичная связанность только 30%, да, очень много населенных пунктов, авиаперевозки очень дорогие. И мы верим в то, что беспилотники увеличат транспортную связанность, то есть мы сможем с помощью БПЛА доставлять грузы необходимые, медикаменты, почту, не знаю, товары народного потребления. Они дешевле, их больше. И, конечно, с помощью беспилотников, ну вот мы сейчас развиваем связь, там, ВОЛС тянем, 4G. Вторая должна, конечно, беспилотники прийти, потому что когда у меня будет хорошая связь 4G, я могу через беспилотник заказать любой сервис.
появлением в нашей жизни огромного количества гаджетов мы, к сожалению, отходим от многих привычных ранее вещей. Например, бумажные книги или, например, вот очень редко сейчас держим в руках шариковую ручку. Но в самом разгаре учебный год и без шариковой ручки во время учебы пока еще не обойтись. Между прочим, именно в этот день, 30 октября 1888 года, шариковая ручка была запатентована. По такому поводу Катерина Винокурова расскажет, как лучше выбрать ручку. Зачем серьезно относиться к шариковой ручке? Пишет их хорошо. Примерно так думают большинство из нас, но она не так проста, как кажется на первый взгляд. Неправильно подобранное пишущее устройство может привести к перегрузке мышц кисти и ее мелких суставов, к возникновению воспалительных заболеваний в области локтя, плечевого сустава, к боли в шейном отделе и в целом, искривлению позвоночника. Положение ребенка к парте, например, да? Ребенок должен быть немножко ближе, но не слишком близко, чтобы именно локтевые суставы вот так опирались, чтобы ребенок не сидел вот так. И не слишком далеко, чтобы он вот так не опрокидывался. Расстояние должно быть между ребенком и партой на примерно 10 сантиметров, это в среднем. Чтобы предплечья, они были в таком положении, чтобы вот ребенок ставил предплечье параллельно вот именно к парте, и чтобы писать, держите 3 пальцами вот так именно, и не обволакивая направо, либо налево. Ровно должен ребенок сидеть посередке, чтобы не было сколиоза, нарушения осанки, либо каких-то других деформаций. Прорезиненная и трехгранная. Такая оптимальна для захвата. А чтобы не перегружать локтевой сустав, ее длина должна составлять 15 сантиметров, не больше. Хорошо, если ручка будет равняться толщине указательного пальца, а пальцу большому лучше не баловаться кнопкой. Такая привычка также может привести к неприятным последствиям. Лучше, если ее стержень будет открываться при помощи кругового движения. Держать пишущее устройство также надо правильно. В моей практике, 3 пальцами, например, наши учат в школе, да, правильно держать ручку вот именно вот так 3 пальцами, не вот так, а именно кончиком пальцев держать именно вот так, чтобы писать ровно и красиво. Не вот с серединой фаланги, не кулачком, не всеми пальцами, не 4 пальцами, не 2 вот так, а именно 3 и на кончиках именно. Теперь о материале. Безопаснее ручка металлическая, но она тяжелая и подойдет скорее для мужчин. Лучше всего, чтобы корпус ручки был сделан из прозрачного пластика. Если она почти невесома, плохо. Ребенок будет вынужден компенсировать малый вес сильным сжиманием в пальцах, а значит, быстро устанет. Разнообразие моделей и производителей оставляет большой выбор для пап и мам. В итоге можно подобрать такую ручку, которая будет соответствовать и требованиям, и потребностям вашего ребенка. Ну а далее узнаем о других знаменательных датах сегодняшнего дня. На календаре 30 октября. Сегодня день основания Российского военного морского флота, День инженера-механика в России, День тренера, а также День памяти жертв политических репрессий в России. По народному календарю Осия – колесник. На Руси в этот день уделяли много времени колесам. Телеги ставили в сарае до весны, а перед этим проверяли их исправность. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и скрипят, на следующий год уродится много хлеба и овощей. Этот день в истории. В 1653 году в России в этот день вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников. В 1696 году по представлению Петра I Боярская дума приняла постановление морским судам быть, создан регулярный военный флот в России. В 1888 году, 30 октября, получен первый патент на шариковую ручку. В 1941 году началась героическая оборона Севастополя. В 1967 году впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей. В этот день родились Дмитрий Устинов, советский государственный военный деятель, маршал Советского Союза. Николай Агарков, советский военачальник, маршал и Герой Советского Союза. Диего Марадона, аргентинский футболист, звезда мирового футбола. Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий и Сергей.
А в жизни многих людей огромную роль играет спорт. Для кого-то он становится серьезной возможностью укрепить здоровье, поднять самооценку, сформировать выносливость, расширить физические и волевые способности и качества, привить себе чувство дисциплинированности. Для других спорт становится частью жизни, профессиональной деятельностью. На пути и тех, и других в спорте непременно встает личность тренера. И сегодня, как раз 30 октября, в России отмечается День тренера. И с радостью представляю нашего первого гостя сегодняшнего эфира, главного тренера Якутии по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, старшего тренера республики по легкой атлетике лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженного тренера России, заслуженного работника по физической культуре и спорту России, и все это в одном лице, Петр Давыдов. Петр Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, с праздником вас. Спасибо, спасибо. Ну и, собственно, давайте вот вспомним, как ваша тренерская деятельность начиналась, что вас вдохновило стать на этот путь, потому что не каждый человек вот тренерством может заняться, в принципе. Так, спасибо. Хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Пожелаем им крепкого здоровья, успехов в работе, чтобы наши воспитанники радовали нас, тренеров, своими победами. Ну, все. Ну, а как, собственно, ваш путь тренерский начинался? Ну, начался уже школьные годы, когда в деревне, в сельской школе у нас был хороший физрук. Все юноши за ним бегали, хотели бы, как он, крепкий, здоровый, сильный, во всех соревнованиях побеждал. И вот, видишь, вдохновились. Вдохновились, да. То есть в какой-то степени тоже, ну, физрук тоже в какой-то степени тренер? Нет, конечно. Он универсал был, он урок физкультуры вел и спортивных секций вел. Ага. А вот на ваш взгляд, какими качествами должен тренер обладать? То есть какие-то, может быть, особенные, не присущие, может быть, очень ограниченной группе людей, скажем так? Не, вот мне кажется, он мне сразу сказал, да, вот это физрук мой, ты будешь тренером, будешь моим помощником. Вон, видишь, видя мальчика лидерское качество, он всегда таскал мне. Вот, когда он уходил куда-то, я всегда был старшим в этой группе и провел такое же занятие. Вот это мне понравилось. И думаю, это я могу, я хочу быть как он, я хочу воспитать чемпионов. Вот и пошло и поехало. На самом деле очень такая прям жизнерадостная начинается история. Интересно. Ну а вот сегодня уже какие методы в работе своей используете? Нет, сейчас, чтобы воспитать, например, спортсмена высокого класса, очень много факторов. Ну, на мой взгляд, да. Ну, я могу назвать 3 основных фактора, но это социально-бытовое условие. Да? Но это я должен знать своего спортсмена, какие условия он живет, чем сегодня он кушал, не кушал, что ел, что не ел. Еще я должен знать микроклимат семьи, и социум этого молодого человека. Это первая составляющая. Даже транспорт, как он добирается, чем добирается до места тренировки. И второй фактор – это развитие материально-технической базы самого спортивного объекта. Тоже уже тренировочный процесс пошел. Соответствует ли это тренажеры современным условиям? Есть же бассейн, сауна, ну, там разные. И самое третье, вот, чтобы добиться высокого, вот, выйти на триумф, это, ну, конечно же, психология. Психология, ну, это спортивная психология. Вот тут уже тонкий подход. Когда нас здесь учили же, как воспитать силу волю, поставили, например, в тумбочке апельсин и сидишь, терпишь. Час прошел, 2 часа пошел, тренер заходит, говорит, ну что, воспитывай силу волю. Разные методы. Ну, вот так, шутка, да. Ну, вот это 3 основные факторы. Если мы решим, тогда вот. То есть все выходит намного дальше, чем просто тренировать. Конечно. Ну, кто-то добивается короткий срок, кто-то проходит длинный срок, но кто-то вообще ничего не может добиться. Ну, это же, видишь. Ну, вот если мы перечислим, да, список, так сказать, ваших подопечных, да, это Владимир Балынец, Аял Сивцев, Василина Иванова, Игорь Сазонов и Людмила Пахомова. Вот, в принципе, именитые достаточно спортсмены. Вот как, на чем вы основываетесь, когда выбираете себе спортсмена, которого будете тренировать? Как вы распознаете талант в человеке? Это, в принципе, мы уже люди опытные, уже научились, как говорится, определить можно взглядом. Ну, я бы сказал вот так, да. Они все с разных улусов, вот, например, да, Орионов, посмотрим. То же самое, то, что я причислил, да.
создание образования характера спортсмена влияет его окружение. Теперь посмотрим, вот центральный улус, да, какой он, очень развит, Вилюйская группа улусов и северная группа улусов, у них же разный характер. Вот видишь, они тоже влияют на его характер, вот там есть На самом деле, нюансы, тонких да, моментов. да, очень много. Ну вот с ваших, так сказать, с высоты опыта вашего, да, с высоты успеха тренерского в том числе, какие бы советы вы могли дать людям, которые вот, ну, тоже хотят связать свою жизнь с тренерством, возможно, и только в начале своего пути стоят? Прежде всего любить детей, любить свою профессию и стремиться к высокому результату. И, ребята, это мотивация. Без мотивации тренерская работа, ты за собой никого не потащишь. Ты должен, прежде всего, быть мотиватором, потом, я думаю, наставником. Раз ты наставник, значит, ты отец родной, старший брат, когда-то надо его ругать, наказать. Ну, потом друг, товарищ. Ходим вместе в кино, театры, вот, ну, играем в футбол, там, видишь? То есть в какой-то степени, в принципе, тренер, он как вторая семья в одном лице. Обязательно. Если ты душу и любовь свою туда не вложишь, ты ничего не получишь. За тобой никто не пойдет, потому что ты не обманешь. Они на глазах, то есть растут прямо, и они все. Они тоже же умные люди, учатся, знают, имеют какие-то взгляды в жизни. Вот. Вот в начале, да, мы затронули вопрос начала вашего тренерского пути, да, и сошлись на вот этой мотивации быть похожим на физрука. А сегодня вас на успех, грубо говоря, что мотивирует? В чем мотивацию находите? Знаешь, вот хочется в этой жизни добиться успеха. Вот мой, да, воспитать олимпийского чемпиона. Вот у нас чуть-чуть не получилось, Владимир Полез стал серебряным призером. Ну вот, скажем, в данное время, в этом году мои воспитанники завоевали официальный чемпионат России 15 медалей. Из них 14 золотых. Вот теперь меня и кто занял второе место, серебро, большая проблема. Где мы сделали прокол в тренировочном процессе. Вот теперь вот изучаем всю бумагу, всю тренировочный процесс, перемотали, ищем, где мы допустили. Видишь, вот большая проблема. Пока еще не нашли. Ну, я желаю найти эту ошибку и исправить. И согласен. В следующий раз из 15 медалей все 15 будут золотые. Петр Николаевич, я еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Ну, в вашем лице поздравляю, наверное, всех людей, кто так или иначе связан с тренерством. Больших результатов спортивных, может быть, результатов поменьше. Было приятно с вами пообщаться. Ну и желаю, конечно, дальнейших успехов и хорошего сегодня дня. Спасибо. Вот. Ну, а мы перейдем немного к другой теме. Спорт все-таки по большей части профессиональный. Это более-менее про молодой возраст. Мы поговорим уже про возраст старше. На пенсии можно и нужно проводить время с пользой и с удовольствием. Заслуженный отдых – самая подходящая пора для того, чтобы попробовать силы в чем-то новом. Такую возможность алданцам, представителям элитарного возраста, дает проект «Активное долголетие». Вокал, рисование, творчество, гимнастика, плавание, работа с пожилыми гражданами в рамках проекта ведется по ряду направлений. Соцкультурный проект по поддержке граждан пожилого возраста был запущен сравнительно недавно, и его участниками уже стали около 200 человек. Первыми достижениями и успехами граждане поделились с нашими корреспондентами. В зале Алданского дома культуры вовсе не тренировка и не гимнастическая разминка. Группа активистов вместе со своим тренером Николаем Ташлыковым продемонстрировала гостям, как проходят занятия по дыхательно-суставной гимнастике. Ну, в данный момент нас посещает в моей группе дыхательно-суставной гимнастики 12 человек. Да. Ну, это, в первую очередь, это, как говорится, первая заповедь. Это работа над суставами, над связками, сухожилиями, над дыханием правильным. Это укрепляет кровеносную систему и вестибулярный аппарат, то есть опорно-двигательный аппарат, так можно сказать. Заслуженный отдых – самая подходящая пора для того, чтобы освоить увлекательное занятие, получить новые знания и попробовать силы в чем-то для себя неизвестном. И, конечно же, пенсия – это время, которое можно и нужно проводить с удовольствием. Такую возможность представителям элегантного возраста даст проект «Алданское активное долголетие». В стенах Дома культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное первым результатам проекта. Я даже не ожидал, что у нас получится так здорово. И по откликам от вас, дорогие мои,
у нас получилось. У нас получилось благодаря тому, что и люди, которые занимаются этой программой, и вы, которые остались неравнодушны и пришли в это движение, вообще все здорово. Социокультурный проект «Алданское активное долголетие» направлен на повышение качества жизни граждан пожилого возраста. На поддержку проекта район получил республиканскую субсидию. Средства также были выделены из местного бюджета. Курирует проект районное управление культуры. Действительно, это очень нужное и необходимое мероприятие в нашем районе, в Алданском. Я приветствую и поддерживаю, что у нас организовано это силами администрации района, силами отделом культуры района. Работа с пожилыми гражданами в рамках проекта ведется по ряду направлений. Образование каждого из них началось около полугода назад. Так, в школе здоровья при Алданской ЦРБ слушатели узнают о различных заболеваниях и мерах профилактики. Кроме того, алданцы могут посещать занятия по лечебной физкультуре. Для этого у нас выделены специалисты, и есть работники, часы выделены. Просто хотелось бы, конечно, чтобы они более активно обращались и занимались тем, что мы им предлагаем. Следует отметить, что каждое из предлагаемых занятий и увлечений нашло своих интересантов и поклонников. Так, буквально на днях на базе библиотеки имени Некрасова к освоению компьютерной грамотности приступит новая группа. Наши люди серебряного возраста, скажем так, обучаются компьютерной грамотности у нас на базе нашей библиотеки, также работе в смартфонах, в гаджетах, потому что потребность такая, конечно, в нашем современном обществе растет, привязаны госуслуги, привязаны счета банков и так далее, и чтобы в этом разбираться, то, конечно, наши специалисты этому и обучают. Социокультурный проект по поддержке граждан пожилого возраста был запущен сравнительно недавно, однако уже завоевал популярность и признание. С начала реализации программы ее участниками стали порядка 200 человек. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну, один из залогов долгих лет жизни – это, конечно же, забота о своем здоровье. Одним из способов профилактики его состояния в старшем возрасте является измерение давления. Систематическое отклонение его показателей от нормы – это повод обратиться к врачу, так как это может быть симптомом заболевания. Сегодня в рубрике «Мой доктор» подробнее расскажем о гипертонии и гипотонии. Доброе утро! Гипертония и гипотония – это крайности единой проблемы, причем одна может заменить другую. Считается, что гипотоник может стать гипертоником и наоборот. Нарушение артериального давления происходит на фоне множественных факторов, и для кардинального изменения уровня артериального давления нужны определенные условия. Чаще всего диагностируется переход гипотоников в категорию гипертоников. Что представляют собой эти болезни? Для обеспечения нормальной жизнедеятельности человеческого организма артериальное давление должно быть на определенном уровне. Если этот показатель значительно изменяется, то организм погибает. Артериальное давление колеблется в результате физических нагрузок, метеорологических изменений, стрессов, гормональных изменений в организме и так дальше. Чтобы эти факторы не повредили человеку, организм использует сложные механизмы для поддержания артериального давления на одном уровне. Если работа этих механизмов нарушается, то давление человека значительно отклоняется в сторону повышения или понижения. Устойчивое отклонение показателей артериального давления в сторону повышения называют артериальная гипертензия или гипертонией, а в сторону понижения – гипотензией или гипотонией. При этом показатели давления строго индивидуальны. То, что для одного человека норма, для другого – гипертонический криз. Важно помнить, что обе группы пациентов нуждаются в регулярном контроле со стороны специалистов для предотвращения осложнений и поддержания здоровья. Будьте здоровы!
Знаете ли вы, что оформить государственные и муниципальные услуги можно не только в МФЦ, но и в секторе электронных услуг на базе библиотек? Что такое сектор электронных услуг и для чего он создан, сегодня нам расскажут очередные гости нашего сегодняшнего эфира. Специалист клиентской службы «Мои документы» Юлия Капитонова и специалист первой категории Краеведческой библиотеки имени Белинского Айсен Нельбисов. Доброе утро. Доброе утро. Собственно, Айсен, что такое вот сектор электронных услуг? Сектор электронных услуг — это специальное рабочее место на базе библиотек с доступом в интернет, с которой с помощью граждане могут получить муниципальные и государственные услуги и при необходимости помощи консультанта. Как давно вообще на базе библиотек такой сектор появился? Сектор электронных услуг появился в 2019 году на базе библиотеки Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. В 2020 году опыт был успешный. В 2020 году уже начали появляться в районах. Масштабировать. Ага. А вот какие через этот сектор можно получать госуслуги? То есть они идентичны всему тому, что можно получить в МФЦ, или все-таки как-то ограничены? Да, нет, получается, на базе МФЦ предоставляются не все услуги, есть определенные услуги, которые предоставляются только в электронном виде. Поэтому очень удобно подавать заявления в секторах электронных услуг, так как они оборудованы специальными рабочими местами, где гражданин самостоятельно может подавать на услуги государственные муниципальные. Или, то есть получается, что как бы сектор большим количеством услуг, возможности, большее количество услуг подать можно через сектор, нежели через МФЦ, за счет того, что некоторые услуги только электронно подаются. Да, совершенно верно. Услуги можно подать любые, которые в электронном виде. Например, это запись на прием к врачу, в органы, регистрация рождения ребенка, подача пособий. Можно заказать выписку ЕГРН в объект недвижимости, много-многое другое. Также зарегистрировать, восстановить, подтвердить учетную запись на портале госуслуг. Кстати, в каких случаях требуется восстанавливать запись на портале? Восстанавливать запись на портале необходимо тогда, когда вы забыли пароль, поменяли номер телефона, привязанный к вашему личному кабинете, либо вас взломали мошенники. Чаще всего мошенники звонят или пишут с просьбой предоставить сведения, связанные с аккаунтом госуслуг, непосредственно требуя подтверждения кода, представляясь сотрудниками разных организаций, впоследствии взламывают учетные записи данных граждан. Поэтому необходимо быть максимально бдительными. Сотрудники никогда не звонят, не спрашивают логины, пароли, коды. Если вам позвонили с подобными вопросами, то это мошенники. Необходимо сразу звонить в органы МВД или по горячей линии госуслуг. Могу сказать номер 8 800 170 10 для мобильных устройств, короткий номер 115. Тут можно, конечно, продолжить тему Да. про то, под какими организациями маскируются мошенники и пытаются выудить коды от госуслуг. Но, опять же, главный посыл: будьте, уважаемые зрители, бдительны и никому эти коды не сообщайте. Айсен, вот мы сказали по поводу одного из преимуществ сектора над, допустим, тем же МФЦ, что есть услуги, которые только электронно подаются. Какие-то еще преимущества именно пользоваться сектором электронных услуг есть? Сектор электронных услуг на базе библиотеки — это когда читатель может прийти, получить книгу, посетить мероприятие интересное и посмотреть на выставку. И одновременно он может подать электронно на государственные и муниципальные услуги. То есть такое приятное с полезным совместить. Да, но это в основном наша аудитория, это пожилые люди. А есть какое-то ограничение, кто может, грубо говоря, получить доступ к сектору электронных услуг, или любой желающий, или допустим, обязательно наличие читательского билета? Вот какие-то есть нюансы? Любой желающий от 14 лет. То есть даже не обязательно быть читателем библиотеки? Да, не обязательно. Можно спокойно прийти и это. А сегодня, допустим, на примере Якутска, во всех библиотеках ли такой сектор находится? И помимо Якутска, где еще все ли районы охвачены сегодня? Сектора электронных услуг в городе Якутске предоставляются в Национальной библиотеке республики и также в 7 филиалах централизованной библиотечной системы. Это смарт-библиотека, библиотека Созвездия, Краеведческая библиотека, библиотека 3D, также есть книгачей в Тулагина, в Табаге, есть библиополе в Магане и сельская библиотека в Тулагина.
Это что касается вот Да, территории это города. территория городского округа по республике. На базе библиотек есть в Горном районе, в Вилюйском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Ленском, Мирном, Сунтарском, Еленгринском и Тампонском районах. Вот, кстати, еще интересный вопрос, тоже касательно, наверное, в организации, да, этих секторов. И если мы, когда обращаемся в МФЦ, все-таки мы приходим, там есть специалист, который все знает и так далее. Мы сказали, что по большей части сектор электронных услуг рассчитан на пожилых людей. Мы знаем, что пожилые люди с техникой общаются, и там не всегда так же уверенно, как более молодое поколение. Есть ли кто-то, кто в библиотеке, вот в секторе электронных услуг может проконсультировать, помочь какие-то действия сделать? Вот пришел пожилой человек, там, может быть, компьютер первый раз там условно видит, не знает, что делать. Да, конечно, каждый библиотекарь может помочь пожилому, как разобраться в компьютере и как подать заявление. То есть... От А до Я проконсультируют. То есть в какой-то степени библиотекарь также может быть сотрудником МФЦ. Да. Юлия Айсен, спасибо вам большое. Собственно, тема интересная, доступность услуг, и тем более, что цифровизация по стране двигается семимильными шагами, несмотря ни на что, это очень здорово, потому что цифра, она зарекомендовала себя как достаточно удобный и постоянно доступный способ. В вашей работе желаю, конечно же, успехов и на сегодня, конечно, хорошего дня. Спасибо и вам. История вокруг нас. Почти каждый день, каждая вещь рядом с нами может хранить в себе историю. А историю хранят в себе и городские пространства. Самый яркий пример – это, конечно, улицы и площади. Они, как правило, называются в честь ярких исторических фигур. И вот в нашей рубрике «Моя улица» мы рассказываем об исторических личностях, в честь которых названы общественные пространства Якутска. До революции на месте площади Орджоникидзе находилась улица Монастырская. Затем ее переименовали в Мархинскую. А в 1924 году большевики дали ей новое имя – площадь имени Ленина. А в 1957 году в честь 325-летия вхождения Якутии в состав России площадь переименовали в честь Григория Константиновича Орджоникидзе. Григорий Константинович Орджоникидзе, товарищ Серго, оставил яркий след в жизни республики. Георгий Константинович был советским, государственным и партийным деятелем, революционером. Название своей улицы получила неспроста. Дело в том, что за магазином «Якутск» находилась территория городской больницы, в которой трудился фельдшером товарищ Серго. А жил он в самом конце улицы Красноармейской, нынче Орджоникидзе, на пересечении ее с улицей Петровского. Каждый день он ходил на работу и возвращался домой по улице, которая в будущем суждено будет носить его имя. Сейчас на улице Орджоникидзе множество важных объектов. Саха-академический театр имени Платона Алексеевича Аюнского, главный театр Республики Саха в Якутии, ставящий драматические спектакли на языке саха. А также на этой улице находится национальная вещательная компания «Саха», которая была создана указом президента Республики Саха-Якутия 3 марта 1992 года и является правопреемником Государственного комитета Якутской АССР по телевидению и радиовещанию. Мне очень понравилось изучение этой улицы, ее история и архитектура. Мы продолжим говорить про историю. В Золотом фонде Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии есть много видеодокументов, посвященных искусству Якутии, культурным традициям, а также легендарным мастерам сцены. Среди них особое место занимает фильм «Занавес не опускается» оператора Николая Сантаева. Лента рассказывает о театральном и музыкальном наследии Якутии. Из фильма, как из музыкальной шкатулки, звучат отрывки театральных постановок, мелодии опер и прекрасные голоса. Наталья Трапезникова. Все, кто слушал эту русскую народную песню в ее исполнении, попадал под обаяние сильного тембра, струящегося, как ручей голоса, и особого напева Натальи Трапезниковой. Заслуженная артистка Якутской АССР, лауреату Всероссийского международного конкурса, трехкратному лауреату книги рекордов Гиннесса и первой певицы якутской профессиональной эстрады Наталья Трапезникова в этом году исполнилось бы 77 лет. Творческая жизнь артистки началась в конце 60-х годов.
После окончания творческой мастерской эстрадного искусства в Москве по классу вокала. После победы на международном конкурсе среди профессиональных исполнителей народных песен в Берлине в 1973 году талантливая артистка вошла в артистическо-исполнительскую якутскую элиту. Всероссийская слава пришла к ней, когда якутскую певицу стали приглашать для записи Московского и Всесоюзного радио, центрального телевидения, передачи «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», театральные встречи. Якутская певица аплодировал стоя Кремлевский дворец съездов, концертный зал имени Чайковского, концертный зал «Россия», колонный зал Дома Союзов. Именно с приходом Натальи Трапезниковой артистов эстрады стали включать в программу Дней литературы и искусства Якутии. Интересный факт. Трапезникова представляла искусство Якутии на 25 языках мира. Первые концерты Натальи Трапезниковой в Якутске состоялись в ноябре 1968 года. В течение каждого месяца она давала по 102 концерта при полном аншлаге. Она объездила все районы Якутии, побывала на промышленных ударных стройках, выступала перед рыбаками и оленеводами. Наталья Трапезникова была и остается первой исполнительницей русских народных песен на якутской эстраде. Она создала яркий, живой, сценический образ. В ее исполнении звучали произведения советских композиторов, эстрадные песни постсоветской эпохи и известные якутские песни в современной аранжировке. Песня, рожденная в сердце композитора Аркадия Алексеева, поэта Семена Данилова в исполнении Натальи Трапезниковой, поплыла по реке жизни. С тех пор и поет. Песни, как люди, имеют разные судьбы. Только единицы живут от сердца к сердцу. «Якутяночка» в исполнении Натальи Трапезниковой – одна из таких песен, которая входит в золотой фонд богатого музыкального наследия Якутии, ставший культурным кодом целой нации, и всегда будет жить в сердцах якутян. Фольклор Якутии является сегодня частью массовой культуры, частично существует в форме зрелищных шоу, например, танцы, народные песни. Изучение фольклора, изучение культуры и традиций нашего народа и передача этой информации студентам является первостепенной задачей преподавателей колледжей и университетов. В нашей студии сегодня аспирантка Арктического государственного института культуры и искусств, хомусист, импровизатор Якутии, этнопевица Надежда Варламова-Надикан и Элла Павлова, студентка 4-го курса музыкального колледжа, педагог дополнительного образования средней школы номер 13 города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, насколько сегодня фольклор бытует, да, вошел в бытовую нашу жизнь, находит ли фольклор свое применение в повседневной жизни? Конечно, буквально в прошлое воскресенье прошел обширный праздник первого снега венкийский, Санельген, на котором были проведены обряды, также обряды песнопения и танцы. Они несут не только сакральный свой смысл в такие особенные дни, но также и бытуют в качестве семейных традиций. Я думаю, что в каждой семье в Якутии принято угощать духов земли, духа огня и также исполнять наш массовый круговой танец Осохой, также Геджа Эвенский, и также круговые танцы Эвенков, да, Юкагиров, Ландол, как часть обрядовая часть семейных праздников, таких вот знаковых праздников в межсезонье, праздников урожая, и также, конечно же, наш праздник Исэх. Ну а в целом, так сказать, вот в первозданном ли виде традиции до нас дошли, особенно музыкальный фольклор, или все-таки за вот время, да, века прошли фактически, он как-то видоизменился? В нашем музыкальном колледже мы изучаем фольклор в его старинной манере, конечно же, да, вот, и конечно, вот каждый исполнитель вносит что-то свое. И в каждой локальной группе якутов, народов Якутии также бытуют свои манеры интерпретации. И перед нами стоит такая интересная, уникальная и в то же время сложная задача сохранить фольклор в его старинной манере, а также не противиться какой-то современной интерпретации и веянию времени. Поскольку мы все народы Якутии проживаем бок о бок, и, конечно же, мы влияем на культуру и музыку, традиции друг друга.
То есть мы тут даже можем говорить не только то, что как бы нормально, когда вот фольклор, он видоизменяется в течение времени, но помимо этого неплохо и когда он, ну, получается, так сказать, миксуется, да, с фольклором других народов, которые проживают, да, вот все вместе, вот, учитывая, что, опять же, Якутия многонациональная у нас республика. Элла, вот говоря про смесь культур, да, у вас течет якутская, и венская, и венкийская кровь. Вот здесь как, грубо говоря, через вас вот проходит этот фольклор, то есть он такой смешанный, да, от разных народов, или вы, возможно, в себе как-то собрали такое там универсальное решение фольклорное? Я только изучаю язык. Вот как раз песня помогает изучать вот языки. Я пою на эвенском, эвенкийском и юкагирском языках. И все эти языки вы, в принципе, при помощи песен изучаете? Да. Ну, грубо говоря, не только песни, естественно, но они помогают. Да, помогают очень. Ну, в принципе, я вот не знаю, может быть, продемонстрируйте что-то вот из пения, из вокального творчества фольклорного. Можно, да? Конечно. Ага. Спасибо. Ну, здорово, мне кажется, очень даже необычно вживую, особенно слушать так близко, потому что понятно, что за свою жизнь не раз я сталкивался, да, с фольклорным исполнением, но так близко нет. А вообще, о чем это произведение, назовем его так? Давейда — это круговой танец эвенкийского народа. Ага, то есть, в принципе, это хороводный танец. Сопровождение музыкальное для него. Да, так поется. Давей, 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 давей. Вот так поется. Ну, насколько знаем, что сегодня и сольный концерт состоится. Да. Ваш. Можете немножко проанонсировать, что интересного зрителям? На моем сольном концерте будут участвовать эвены, эвенкийки и юкагир. Ага, и сака. Ага. Ну, это тоже такой микс культурный, фольклорный микс. Расскажу немножко, да. Эвеном у нас ансамбль, этнофольклорный обрядовый ансамбль Долгунча будет делать обряд благопожелания сначала. Ага. И потом, самое интересное, на сцене будет происходить обряд рождения ребенка. Вот, эвенкийский фольклорный ансамбль, обрядовый фольклорный ансамбль Хеглен будут делать обряд, показать обряд рождения ребенка. И, ну, так было задумано. Я так задумала. Да, не, ну, вот. На самом деле не каждый день такое увидишь, а фольклор — это часть культуры и традиций. Как я уже сказал, мы очень многонациональная республика, и нужно, ну, если уж не знать досконально, но хотя бы прививать к себе знакомство с культурами и традициями других народов. Это правильно. А вообще часто ли проводятся такие фольклорные программы? Фольклорные программы у нас проходят, они доступны для всех, они проходят на бесплатной основе в нашем музыкальном колледже. Также вот, наше отделение фольклорное будет задействовано обширно в праздниках, посвященных Дню Аланхо, также декаде Дню Хамуса. И всегда рада вас видеть. И сегодняшний концерт действительно уникальный, поскольку наше фольклорное отделение является местом, где можно изучить не только традиции якутской музыкальной культуры, но также вот Элла, как и у нас студентка из Среднеколымского улуса, она вплетает в себя культуру многих народов Якутии. И мы очень рады, что концерты творчества Эллы находят поддержку у сообществ коренных малочисленных народов Якутии. Наша большая благодарность. Ну а вот завершая, да, так, ну, даже не завершая, но тем не менее вопрос, мне кажется, важный. Мы так сегодня хорошо поговорили про то, что и фольклор у нас живет и так далее. Но вот с точки зрения привития, да, студентам
понятно, что есть много студенческих направлений учебных, да, связанных с изучением фольклора, изучением традиций. Насколько молодежь сегодня охотно в эти направления двигается, скажем так? Как вы думаете, Элла Павловна, как ваши студенты, «Северное сияние»? Вот. Да, у меня ансамбль есть. Я учу играть на хамусе. У меня ансамбль «Сияние Севера» в 13-й школе. Детей учу на хамусе. А также ансамбль «Кужон Шареля» якогирский. На якогирском пою. То есть, ну, можем говорить о том, что молодежи интересно. Да, очень интересно. Ездили в таких странах, как Санкт-Петербург, заняли гран-при. В Ставрополе в этом году съездили, и в Китае съездили, лауреат первой степени стали мои дети. Ну что ж, на этом остается пожелать только вам удачи и успехов в вашей деятельности. Сегодня хорошего дня. Опять же, концерт состоится, тоже аншлаг, чтобы был. Ну и спасибо за эту беседу и за исполнение, конечно же. Можно пригласить? Конечно, конечно. Доброе утро. Всех я приглашаю на свой сольный концерт. Будет очень интересно. Где пройдет? Музыкальный колледж Кирова 23А. А во сколько еще раз? 5 часов 5 вечера. часов вечера. Ну, мне кажется, вечер самое то время свободно, рабочий день заканчивается. Почему бы не посвятить вечер, ну, просто прикоснуться к культуре народов? Вот. Еще раз спасибо. Ну а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. Временно приостановлены грузовые перевозки по маршруту Жатай-Техтюр. Об этом сообщает Минтранс Якутии. Это связано с интенсивным установлением ледостава и ухудшением гидрологической обстановки на реке Лене. И, соответственно, с учетом необходимости обеспечения безопасности перевозок, говорится в сообщении. В Минстрое страны прорабатывается тема дифференцированного подхода к оплате капитального ремонта. Известно, что изменения могут коснуться, в частности, домов с лифтами. Как пояснил председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин, в связи с грядущей дифференциацией жилого фонда плата за капремонт может вырасти вдвое. По мнению эксперта, изменения могут произойти уже в январе. Если сейчас какой-то регион взнос на капремонт составляет 8-9 рублей за квадратный метр жилищной площади, то в столицах это 18-25 рублей за квадратный метр. Роскачество выявило новую схему обмана от имени сотрудников ФСБ. Злоумышленники обзванивают работников компании, сообщая о якобы произошедшей утечке данных и необходимости внести собственные сбережения. В письмах от якобы ФСБ мошенники запугивают проведением бесед с сотрудниками, список которых прилагается к письму в виде дополнительного файла. Злоумышленники просят оказать содействие в организации телефонных разговоров с сотрудниками. Если руководитель компании представляет телефонные номера сотрудников из списка, мошенники приступают к обзвону потенциальных жертв. Если в разговоре присутствует угроза уголовного преследования или увольнения, а также попытки настроить вас против кого-либо, следует немедленно завершить разговор, затем обратиться в правоохранительные органы. Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. По его словам, важно обеспечить насыщение российского рынка теми препаратами, которые будут использоваться уже в федеральных проектах нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», где фокус направлен на социально значимые заболевания. Еще 2 общественных пространства ведут в Якутске в рамках мастер-плана. Глава Якутии Эсен Николаев принял мэра Якутска Евгения Григорьева. Одной из главных тем разговора стала реализация мастер-плана города, в рамках которой недавно после обновления состоялось открытие площади Ленина. Вслед за этим ожидается ввод еще 2 общественных пространств набережных Романа Дмитриева и озера Сайсары. Сдать объекты планируется в ноябре. Кроме того, отдельной темой на встрече стала реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой в городе в этом году ожидается ввод более 36 километров дорог. Появилась возможность кругового движения вокруг озера Сайсара. Это является новой опцией, которой до этого не было, поэтому
Надеюсь, что данный маршрут будет пользоваться успехом не только в летнее, осенне-весеннее время, но и в зимнее. Мы видим, насколько люди наши любят и в зимнее время прогулки, поэтому, я думаю, это станет излюбленным местом уже с этой зимы. Все новости к этому часу. До встречи в эфире. Ну что ж, вот такой выдался сегодня эфир, такое интересное утро, и узнали про как оформлять электронные услуги при помощи специальных секторов в библиотеках. Поговорили о фольклоре и, более того, узнали, что сегодня вечер можно провести, да, также ознакомившись с культурой и фольклором народов Якутии. Ну а прежде чем попрощаемся, давайте напомним, что у нас сегодня за окном. Ну, зима полными своими шагами шагает по нашему региону. И вот в столице республики сегодня у нас ожидается небольшой снег в течение дня. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду, а температура воздуха днем ожидаем на уровне минус 12, минус 14 градусов. Ну, на самом деле еще не так уж и холодно. Вот буквально утром сегодня вспоминал, как было холодно или тепло в этот день в прошлом году. Такое ощущение, что было холоднее. Поэтому радуйтесь, что пока совсем не такая уж зима и наступила. Хорошего вам дня, до завтра.